Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На собрании прошло заседание Комитета по государственно-правовой политике. Откуда берется неприятный ревый запах и таится ли в нем угроза? Наши корреспонденты пообщались с экологами Абхазии. Более 100 школьников из Абхазии отправились в Международный детский центр «Артек». Подготовку и проведение праздничных и памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, обсудили члены Государственной комиссии, которую возглавляет исполняющий обязанности первого вице-премьера Джансух Нанба. Члены комиссии рассказали о планах по проведению памятных мероприятий ко Дню Победы. Все предложения представят на рассмотрение комиссии. На встрече также обсудили вопросы материального поощрения участников Великой Отечественной войны. В Абхазии проживает около 40 участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. В Народном собрании прошло заседание Комитета по государственно-правовой политике. Обсуждались события, связанные с лишением российского гражданства ряда жителей Абхазии и объявление журналиста Инала Хашигина агентом. В заседании приняли участие 12 депутатов парламента. Подробности в материале Алики Трапш. Расширенное заседание парламентского комитета по правовой политике проходило с участием общественности. Оно было посвящено лишению российского гражданства, объявлению инагентами и депортации граждан Абхазии. Председатель комитета Дауд Хутаба сообщил, что на заседание были приглашены представители репатриации, Общественной палаты, МИД, СКБ, но последние не пришли на встречу. Несмотря на отсутствие представителей исполнительной власти, было принято решение провести слушание. Герой Абхазии Ливан Мика, лишенный российского гражданства в начале текущего года, в своем выступлении отметил, что никакой реакции на это от органов власти Абхазии не было сделано. Говорить о том, что мы можем обратиться в российский суд, а с чем? Если абхазская власть, которая допустила эту ошибку. Она же допустила эту ошибку, когда согласилась с принятием этого инвестиционного соглашения. Она допустила эту ошибку. Теперь вместо того, чтобы исправить эту ошибку, нас лишают гражданства и остальных факторы происходят депортации. И поэтому вот этот нюанс взаимоотношений, мы почему считаем, что это очень важно, позиция абхазской стороны как государства. Нам кажется, что именно отсылка к компетенции Российской Федерации неправильная. Она совершенно неправильная, потому что четко написано, что не взаимоотношения как граждан России у нас произошли эти события, а именно из-за событий в Абхазии. Поэтому, в конце концов, надо дать уже оценку этим событиям. Депутат Дауд Хутаба высказал мнение, что граждане Абхазии, чьи права были нарушены, должны сами обратиться в суд. О том, чтобы лишать вас гражданства, принято было не в Сухуме. Решения приняты в России. И сегодня говорить только об абхазской стороне, о том, что она сделает, мне кажется, это непродуктивно просто будет. Потому что решения принимаются в России, и, естественно, они отменяться тоже должны в России. Поэтому, мне кажется, все-таки вам необходимо подавать в суды. Другое дело, если вы собираетесь и вам нужно оказать необходимую юридическую помощь, государство обязано эту помощь оказать. И мы, я уверен, как депутаты, те, кто здесь находится, постараемся максимум усилий для этого приложить. Да, но все-таки хотелось бы, чтобы вы тоже в этом направлении работали. Общественный деятель Ахлабжани также высказал мнение, что исполнительная власть должна защищать своих граждан. Лишены гражданства, второго гражданства Российской Федерации, общественные и политические деятели Республики Абхазия с формировкой за дестабилизацию политической ситуации в Абхазии. При этом ни один орган государственной власти, в том числе с которым я имел честь общаться, и Министерство иностранных дел, не предъявили этим людям никаких претензий. Ни СГБ, ни юстиции, ни иностранных дел. Возникает вопрос, каким образом иностранное государство может предъявлять претензии в дестабилизации политической ситуации внутри страны
когда внутри этой страны власти не имеют никаких претензий. Вот сейчас, когда появились первые признаки этого, на мой взгляд, незаконного давления и вмешательства во внутренние дела Абхазии, давление на наших граждан, есть возможность, как мне кажется, достаточно просто и эффективно это парировать. Журналист Инал Хаши, который по решению российского Минюста был объявлен инагентом, сообщил, что будет оспаривать это решение. При этом он отметил, что хочет видеть поддержку от своей страны. Меня в пятницу объявили иноагентом, это буквально там, я не знаю, в 4-5 вечера. Уже там к вечеру, к ночи этого дня мне сразу несколько адвокатских контор российских предложили свою бесплатную помощь. Я не знаю, там какая мотивация может быть, но хотя там в документе отчетливо написано, что речь идет об абхазском журналисте и политологе. То есть ни одна абхазская власть до сих пор, ни один министр, ни один чиновник, никто не позвонил, не спросил, Инал, какая помощь нужна. Мне хотелось бы, чтобы какую-то поддержку, сказал бы, Минюст пришел бы, спросил бы, Инал, ты наш гражданин, мы хотим тебе помочь там, да, с какой-то юридической поддержкой, да, то есть там какие-то права, омбудсмен у нас институт есть, тоже омбудсмен мог бы что-то заявить, то есть у нас, вот мы создали кучу институтов, а внутреннего содержания нет. Есть... Председатель комитета по репатриации Вадим Харазия сообщил, что за последнее время 4 репатриантов, граждан Абхазии, были депортированы. Депутат Каан Кварча считает, что это недопустимый факт и нужно провести разбирательство. Никто из наших, значит, деятелей, великих мыслителей политических, которые при власти, все молчат. Что происходит, слушайте? Кто сдает нашу нацию? Кто сдает нашу страну? Спикер парламента Лаша Ашиба подчеркнул, что парламент будет обсуждать и искать решение, как выйти из сложившейся ситуации. Мы эти вопросы, конечно, будем обсуждать. Да. Что касается непосредственно деятельности центральных органов власти, в том числе Министерства иностранных дел, я совершенно согласен, мы должны это обсуждать, и должна быть соответствующая реакция, хотя бы запрос, почему так произошло. Это так. Вот я, в частности, говорю о нашем коллеге Каане Кварче. Да? То есть это вот люди, которые обладают мандатом, наделены соответствующими полномочиями. Мы должны для себя разобраться в ситуации. В целом там, посыл понятен. Будем обсуждать с коллегами и думать, каким образом быть с этой ситуацией. Подводя итоги встречи, председатель парламентского комитета по правовой политике Дауд Хутова сообщил, что проведет еще одно заседание, так как на встречу пришли не все приглашенные. Алика Трапшина, Алгвинджи, Ахра Амичева, Абхазское телевидение. Министерство просвещения Абхазии и Российский детский центр заключили соглашение о сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габеля. С российской – директор Российского детского центра Александр Кудряшов. Соглашение предусматривает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон. Основными направлениями сотрудничества являются реализация проектов образовательной и воспитательной направленности, объединение усилий общественности для повышения образовательного и культурного уровня молодежи Российской Федерации и Абхазии. За последние сутки в республике существенно увеличилось количество природных пожаров, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели ликвидировали возгорание сухостоя в Гагрском, Сухумском, Ачимчирском, Тхорчалском и Галском районах. Пожары пока носят локальный характер, однако с ускоренным прогревом воздуха риск увеличения их числа и распространения на большие площади кратно возрастают. МЧС настоятельно просит граждан Абхазии соблюдать правила противопожарной безопасности, не заниматься очисткой сельскохозяйственных угодий путем пала, травы и сухостоя, что в свою очередь может привести к крупным природным пожарам с непредсказуемыми последствиями.
Аппарат омбудсмена получил информацию о новой схеме мошенничества, направленной на несовершеннолетних, и предупреждает о возможных рисках. Мошеннические схемы могут использовать для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе диверсии и террористические акты. Чтобы сделать пребывание детей в социальных сетях более безопасным, аппарат детского омбудсмена рекомендует соблюдать некоторые меры предосторожности. К примеру, объяснить детям, какие данные нельзя публиковать и почему, важно защищать личную информацию, помочь правильно настроить параметры приватности в их аккаунтах, научить выявлять потенциальные опасности, такие как общение с незнакомцами, кибербуллинг и мошенничество. Также установить разумные ограничения на время, проводимое в социальных сетях. В республиканской больнице приступили к строительству помещения для установки ангиографа. Строительством занимается управление капитального строительства. Для ангиографа выделена территория во дворе больницы. Новое помещение будет соединено с основным корпусом медучреждения специальным коридором. Все работы ведутся согласно утвержденному графику. Автопарк столичного УВД пополнился новыми автомобилями. Все подробности в материале пресс-службы Министерства внутренних дел. 6 легковых автомобилей и 1 внедорожник переданы МВД в пользование столичному управлению внутренних дел. Данные автомобили предоставлены в рамках соглашения между Министерствами внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации. Торжественная церемония передачи автомобилей прошла во дворе МВД с участием исполняющего обязанности министра внутренних дел Роберта Кьют, его заместителя Беслана Чкадуа, начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуш. Как отметил глава МВД, благодаря такой поддержке и техническому оснащению у сотрудников улучшится мотивация и повысится мобильность. Роберт Кьют подчеркнул, что республика высоко ценит всестороннюю поддержку России, главного стратегического партнера. Данные автомобили переданы в рамках взаимодействия между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Республикой Абхазия, городу Сухум, а также другим районным подразделениям. Также мы готовим передачу для оперативных служб, службы ГАИ. В городе Сухум это, наверное, была острая необходимость, так как те автомобили, которые у нас были, они уже почти пришли в негодность. Мы сегодня обновили этот парк. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем иметь соответствующие результаты. У нас за последнее время сформировались очень тесные, правильные и рабочие взаимоотношения с МВД Российской Федерации, которые помогают нам по всем направлениям нашей деятельности. Россия не в первый раз оказывает техническую и иную поддержку абхазским милиционерам. Технические характеристики переданных машин позволяют сотрудникам госавтоинспекции УВД по городу Сухум максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя служебные задачи, отметил исполняющий обязанности замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа. Сегодня столичному управлению внутренних дел было передано 6 легковых автомобилей и 1 внедорожник. Это будет, на наш взгляд, способствовать улучшению качества работы сотрудников госавтоинспекции города Сухум, будет способствовать улучшению, увеличению их мобильности, снижению аварийности на дорогах нашей столицы. Значит, как известно, в городе большое количество автомобилей, большое количество населения, поэтому машины работают практически 24 часа, 7 дней в неделю. Они быстро приходят в негодность, часто приходится их ремонтировать. Данные новые автомобили, переданные нам Российской Федерацией, будут способствовать нормализации ситуации в городе, будут способствовать улучшению работы не только сотрудников ГАИ, но и милиции в целом. Новые патрульные автомобили позволят увеличить количество экипажей ГАИ города. В свою очередь, это положительно повлияет на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий. Жители Сухума в социальных сетях жалуются на запах рыбы. Невыносимое зловоние на побережье появляется периодически, но существенно усложняет жизнь как гостей, так и местных жителей. Откуда же берется этот неприятный запах и таится ли в нем угроза? В ситуации разбиралась Шазина Ханагуа.
Процесс промысла хамсы начался в первой декаде декабря и проходит по настоящее время. В сравнении с прошлым годом количество заводов увеличилось. Официально на территории республики действует 10 заводов по приему и переработке рыбы. Однако следует отметить, что реально работают 7 заводов. 3 завода по причине отсутствия рыбы не функционируют. Вылов рыбы во время путины контролируется Государственным комитетом по экологии Абхазии. По словам специалистов, в начале сезона все заводы проверяются на предмет готовности. По каждому факту мы составляем, акт проверки. В этом году, мы также проводили эту работу, и все заводы, в принципе, были готовы. По поводу, очистных сооружений, воздушных фильтров. Ежегодно, проводят анализ сотрудники завода. Если фильтры забиты и требуют замены, они, проводят замену. Если фильтры не забиты и их можно использовать на следующий год, они также, используют их в дальнейшем. Периодически проводятся контрольно-инспекционные мероприятия как на заводах, так и на море. Экологи совместно с погрануправлением ФСБ России проводят рейдовые мероприятия. В море выходят на российских военных кораблях и на месте промысла выборочно проводят проверку как ловцов, так и транспортных судов. Тимур Дзыба также отметил, что ежедневно идет сбор информации о состоянии промысла, ситуации на море. Мы получаем от представителей, от капитанов судов, где они находятся, в каком районе, всю необходимую информацию, вся она фиксируется в журнале нашими инспекторами. Помимо нас, также контроль осуществляет погрануправление ФСБ Российской Федерации в Абхазии. И я хотел бы заметить, что в случае нарушения, у них есть технические возможности, как на море, так и на берегу, следить за каждым судном, если оно нарушает условия промысла. Они моментально реагируют. Погранслужба Российской Федерации сегодня осуществляет контроль не только там со стороны, допустим, береговой линии, они еще со стороны моря. За ними корабль береговой охраны, как только они идут на промысел, за ними ходит. Каждый метр отслеживается, чтобы это люди понимали. Они говорят, что они с ними не все под четким контролем, они все фиксируют вплоть до градусов, широты, долготы. Это все, когда все нарушается, они сразу нам звонят, что сегодня, допустим, какой-то корабль нарушил, и по какой статье он сегодня нарушил. И они к нему сразу подходят, и вся эта процедура осуществляется на месте. Свыше 20 материалов о нарушениях находятся в разработке. По 14 из них уже вынесены постановления и переданы нарушителям для оплаты штрафа. Помимо штрафов за сам факт нарушения условий промысла, если есть факт вылова в запретном районе, помимо самого факта нарушения, еще и выловлена рыба, мы выносим, согласно таксам, действующим, утвержденным Кавмином, выносим ущерб. Сумма ущерба, они большие, и помимо штрафа они еще должны уплатить и сумму ущерба за вылов рыбы в запретном районе. Жесткие меры. Это 500-метровая зона, это устьевая зона, это правила самого рыбной добычи. Это множество всяких правил, которые мы предъявляем им, чтобы они выполняли. И они выполняются. Бесконтрольного промысла не может быть нигде. И утечки какие-то жировых пятен, это происходит. Когда 100 тонн рыбы выгружают из сейнера, там вода стекает в море. Нет таких способов, методов каким-то образом ее пропустить через фильтры. Мы тоже хотим, чтобы заводы были оснащены. Я в свое время, когда первый завод здесь организовывался, меня отправили в Трабзон посмотреть на этот завод. Совершенно в таком тип стройки этого завода совершенно соответствует, как у нас они строят. Вода также отводится по трубам, техническая, в море. Также идет прием рыбы. Даже там прием рыбы был не совсем на берегу. Это намного тяжелее перевести рыбу вместе с водой. Они перевозили на 2 километра
завод. Поэтому там что-то выльется, тут что-то выльется. Когда такая температура, это дает запах. Переработка рыбы не может быть без запаха. Ежегодно в ходе промысла и в конце путины анализируют выявленные нарушения. Предварительно в большинстве своем это нарушение районов промысла. Согласно действующим правилам рыболовства и условиям промысла, сейнерам подходить ближе 500-метровой зоны с целью промысла запрещено. Многие люди звонят нам, местные жители, обеспокоены тем, что иногда бывает с их точки зрения визуального контроля, что корабли подходят буквально на 100 метров. Но я, как говорил ранее, помимо нас за этим процессом следят погрануправление ФСБ России. И у них есть к этому, значит, возможности технические. У них есть там радары на берегу, есть катера, которые находятся в море. Если такие факты есть, они незамедлительно реагируют по каждому факту, по всей акватории республики. Заводы, расположенные в районе маяка, напоминают о себе каждый год во время путины. Рыбный запах окутывает всю прибрежную часть столицы и не дает надышаться свежим весенним воздухом. Пенящий рыбий аромат не удается удерживать в пределах завода. Следует отметить, что эти заводы запущены на базе тех, что работали еще в советские годы. Выход из ситуации экологи видят только в переносе предприятий за городскую черту и отдалении их от населенных пунктов. Переработка рыбы, она, как бы ты ни старался, отсутствие запаха такого негативного, как люди. И мы сами подтверждаем, что периодически возникает. Еще раз говорю, по тем возможностям, что имеют представители фирм, они закупают, значит, соответствующие фильтры, они тоже дорогие. В идеале, конечно, чтобы эти заводы по приему и переработке рыбы были, значит, убраны с черты города за пределы города, а лучше в те районы, где как бы вот эти вот негативные моменты не влияли бы на население. По мнению Тимура Дзыба, вопрос нужно решать не только экологам, но и представителям предприятий по переработке и добыче рыбы. Предприниматели тоже должны быть заинтересованы в экологически чистом производстве. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. 101 школьник из Абхазии отправился в Международный детский центр «Артек». Поездка такого большого количества ребят из нашей страны стала возможной благодаря сотрудничеству Министерств просвещения Абхазии и России и увеличению почти в 3 раза квот для абхазских школьников. Поездка в «Артек» обещает стать незабываемым опытом для юных участников, которые вернутся на родину через 3 недели. С 2025 года для жителей Абхазии втрое увеличили квоту в детском центре «Артек». Школьники нашей страны отправились покорять вершины, учиться и обретать новые знакомства. «Артек» – это награда за достижения абхазских школьников, отметил ИО министра просвещения Инал Габле. Сегодня мы уже единовременно отправляем такую большую команду, и в течение года наши дети будут ездить в эту замечательную страну детства, будут получать новые знания, завоевывать новых друзей, добиваться новых результатов и в спорте, и в различных предметных знаниях. Вот, поэтому большая, обширная программа их ждет. Я сам планирую побывать в конце смены, пообщаться с детьми. Вот, в конце марта, в начале апреля завершается их смена. Я уверен, они приедут вдохновленные, замотивированные на учебу. Они также будут учиться в школе артековской, поэтому они не пропустят общеобразовательную программу. И, конечно же, они будут участвовать и в конкурсах, и в состязаниях. Вот, каждый лагерь, который существует в Артеке, он имеет свой профиль. Вот, ребята будут распределены практически во все лагеря внутри Артека, поэтому я уверен, ребята, вам очень понравится. Надеюсь на вашу активность, позитивность. Среди участников из Абхазии победители предметных и спортивных олимпиад, конкурсов и соревнований, а также общественные активисты. Настроение перед поездкой у школьников отличное. Дети настроены проявить себя на высшем уровне и получить новые знания. Что касается школьной программы, то уроки будут проходить уже в лагере.
Вообще изначально хочу поблагодарить, что нам дали такую возможность посетить такой прекрасный лагерь под названием «Артек». Если говорить про меня лично, я уже бывала в похожих лагерях, это как ВДЦ смена в Анапе, и я понимаю, как все там будет происходить, поэтому я очень благодарна за то, что нам опять-таки дают такую возможность посещать такие места и проявлять себя. В Артеке школьники будут находиться 3 недели. Расположен он на побережье Черного моря в Крыму, в поселке Гурзуф. В этом году Артек отмечает 100-летие. Лагерь был открыт 16 июня 1925 года и состоял из 4 больших брезентовых палаток. Сегодня приоритетным направлением работы лагеря, помимо отдыха и оздоровления, является инновационная образовательная деятельность. Всего с 2014 года в Артеке побывали около 200 детей из Абхазии. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. МУП-Водоканал сообщает, что 13 марта в связи с проведением ремонтных работ с полуночи до 15 часов будет прекращена подача воды в новом районе и на улице Ишба в Сухуми. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 13 марта в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 16-21. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.